Доброе утро, и это солнечное утро мы вновь встречаем на одной из площадей города Якутска, площадь Орджоникидзе. Новый день, НВК-ЦХ и Иван Луцкан рады приветствовать вас в этом новом дне. Сегодня 23 июля, день недели вторник, и ненадолго развозя все этот разговор, давайте сразу перейдем к погоде. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в центральных Улусах утром плюс 14, плюс 16, днем плюс 23, плюс 24, Заречье плюс 8, плюс 15, днем плюс 22, плюс 23, на юге республики плюс 7, плюс 13, днем плюс 20, плюс 21, в Вилюйских Улусах плюс 6, плюс 12 утром, днем 26, 28, в Нижнеленских плюс 10, плюс 16 утром, днем 23-24, на западе республики плюс 8, плюс 18 утром, днем 26-27, в Колымо-Индигирских Улусах уже осень, плюс 2, плюс 9 утром, днем плюс 3, плюс 13, в Янских Улусах плюс 7, плюс 12, днем плюс 14, плюс 22, на северо-западе республики плюс 16, плюс 22 утром, днем плюс 22, плюс 31. В Якутске в 6 утра температура воздуха была плюс 13 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Ветер северо-восточный будет дуть со скоростью 3,8 метров в секунду. Ну а днем летняя, хорошая, комфортная погода. Плюс 25, плюс 27. Сейчас мы прервемся на новости. Передаю слово информационной службе нашего канала. В эфире новости. В студии работает Ольга Башук. Здравствуйте. 24 региональные администрации из России, КНР, Японии, Южной Кореи и Монголии соберутся в Якутске с 6 по 8 августа. В это время состоится рабочее заседание Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии. Основной темой станет организация Генассамблеи в 2020 году. Кроме этого, будут рассмотрены планы основных мероприятий и назначение почетных послов организации в регионах. Отмечается также, что в октябре 2018 года китайская провинция Хунань передала Якутии председательство в организации ежегодного фестиваля по этноспорту. Возможность проведения также обсудят на заседании. Якутия получит субсидии по программе нацпроектообразования. Средства из федерального бюджета на 2020-2024 годы предусмотрены на реализацию мероприятий. Отмечу, из 8 поданных республикой заявок отбор федерального министерства прошли 7. Конкурсные документы регионов отобраны соответствующей комиссией Министерства просвещения Российской Федерации. Среди основных критериев отбора, в частности, являются обязательства субъекта обеспечить софинансирование. Изготовителям поддельных документов может грозить 3 года тюрьмы вместо ныне предусмотренных 2 лет. Необходимость корректировки законодательства разработчики поправок, ими выступило правительство, объяснили тем, что нередко подделка документов является подготовительным этапом к совершению более тяжких преступлений, в том числе террористической направленности. Кроме того, поправки помогут устранить правовой пробел, вводя наказание за приобретение, хранение и перевозку подложных официальных документов до 1 года лишения свободы, либо принудительной работы на тот же срок. Названы российские регионы с самой сложной ситуацией на рынке труда. На начало июня самый высокий коэффициент напряженности выявлен у Ингушетии. Там на более чем 24 тысячи безработных приходится всего 206 открытых вакансий. Далее идут Чечня, Дагестан, Северная Осетия и Тыва. Самая благоприятная ситуация наблюдается в Амурской области и Еврейской автономной области. Отмечу, ранее стало известно, что в России в следующем году могут установить минимальные и максимальные размеры пособия по безработице. Они составляют 1500 и 8 тысяч рублей соответственно. А для предпенсионеров пособие может составлять 11 280 рублей. Россияне, потерявшие жилье, смогут рассчитывать на компенсацию в 1 миллион рублей. Согласно правительственным поправкам, она должна выплачиваться независимо от наличия оснований для привлечения органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на жилое помещение. Соответствующие поправки Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на одном из ближайших пленарных заседаний. А согласно действующим нормам, однократная компенсация гражданам производится в сумме, установленной вступившим в законную силу решением суда о возмещении третьими лицами вреда, причиненного в результате утраты имущества, если в соответствии с этим решением суда взыскание по исполнительному документу прекращено.
И к другим темам. Зоопарком России установили новые нормы содержания животных. ГОСТ, вступающий в силу в 2020 году, определяет нормы минимальной и максимальной жилплощади. Документ также предусматривает правила поведения. В частности, запрещается кормить и дразнить зверей, перелазить через ограждения и шуметь. Также рекомендуется не пускать в зоопарке агрессивных посетителей, а для животных предусмотреть укрытия, где можно спрятаться. Ранее Минкультура опубликовала проект постановления с требованиями к использованию животных в культурно-зрелищных мероприятиях. Указано, что в цирках и зоопарках должны работать люди с высшим биологическим, ветеринарным или зоотехническим образованием. А вольеры нужно предусмотреть такие, чтобы животные могли двигаться. Таковы были новости к этому часу. Оставайтесь с нами. Спасибо большое, коллеги. Мы продолжаем наш эфир и поговорим еще о новостях. Но о новостях в области развития спутниковой связи у нас в республике, потому что без нее невозможно сейчас представить ни качественного интернета, ни телевидения, ни радиовещания на нашей необъятной территории площадью более 3 миллионов квадратных километров. И поговорим об этом с нашим гостем. Это Иосиф Макаров, директор государственного бюджетного учреждения Республиканский центр информационных технологий. Доброе утро. Доброе утро, Иван. Первый же вопрос. Каковы вообще перспективы развития спутниковой связи у нас в Якутии? Правильно заметили, что спутниковые каналы связи и спутниковая связь является важнейшим сегментом информационной инфраструктуры Республики Саха-Якутия. Сегодня государство ставит задачу по цифровизации экономики. Об этом говорит президент Российской Федерации, об этом заявил наш глава республики Арсений Сергеевич Николаев. И, конечно же, все понимают, что цифровизация и использование новых информационных технологий невозможно без каналов связи. Перспективы развития цифровых технологий и инновационного развития, они обозначены в указе главы республики от 6 ноября 2018 года номер 149. И в этом указе установлен показатель, что до 2024 года необходимо обеспечить 100% жителей Республики Саха-Якутия интернетом со скоростью не менее 10 мегабит в секунду. В том числе 85% необходимо обеспечить широкополосным доступом к сети интернет. Вот, собственно говоря, перспективы по спутниковым каналам связи. Правильно вы заметили, что территория республики, она очень большая, и стоимость строительства оптоволокна зашкаливает, если Мининновации сосчитали, и чтобы охватить все села республики, соответственно, оптоволокном необходимо более 160 миллиардов рублей, что, собственно говоря, приравнивается к годовому бюджету республики. Вот, и что невозможно. Поэтому спутниковые каналы, они однозначно нужны и будут развиваться в первую очередь в арктической зоне улусов, куда вести оптоволокно очень дорого, накладно. И на сегодняшний день можно отметить тенденцию, что на Арктике у нас развивается конкуренция в этом сегменте. Допустим, в селе, в поселке, извиняюсь, Тикси, действует сегодня более 4 операторов связи. Соответственно, благодаря конкуренции на этом сегменте снижается цена для конечного потребителя. Вообще, вот в первую очередь, что это даст простым жителям Якутии вот в отдаленных селах? Доступ к чему, к каким услугам появления спутниковой связи? И вообще, какой может быть срок введения вот этих всех инноваций? Но если говорить о использовании спутниковых каналов, то, конечно же, в первую очередь это спутниковые каналы используются для мобильной связи. Мобильные операторы через спутник запускают 2G, 3G технологии, обеспечивают хоть каким интернетом жителей. Вот. Если говорить о вообще нашем учреждении, то наше учреждение является оператором связи, региональным оператором связи и реализует такие глобальные проекты. Допустим, в этом году мы запускаем систему 112 по всей республике. На сегодняшний день она запущена по городу Якутску и Житаю. И благодаря спутниковым каналам все звонки через единый номер 112, это
кто не знает, это номер вызова, единый номер вызова экстренных оперативных служб по республике. Будут, собственно говоря, приниматься все звонки по происшествиям. Второй глобальный проект — это у нас мы, как оператор, сопровождаем региональную информационную сеть, Саха-Информсеть, в которой работают органы госвласти, органы местного самоуправления, бюджетные учреждения и муниципальные учреждения. В этой сети, благодаря технологии видеоконференц-связи, мы соединяем, проводим совещания по видеоконференции. Благодаря этому мы экономим бюджетные средства на командировках, что видеоконференция охватывает все районы. Если бы, допустим, те же специалисты приезжали на самолетах, на транспорте, это несло бы существенные расходы в части транспортные расходы. Следующий проект, которым мы занимаемся, это обеспечение более 800 детей сирот совместно с Минобразования Республики. Мы, как оператор, обеспечиваем через спутниковые, еще раз повторюсь, каналы связи эту работу. Буквально недавно в Якутии прошло такое крупное событие, о котором говорила глава республики. Это лидеры цифрового развития. Собрались представители субъекта Российской Федерации, федеральные министры. Что обсуждали и какой итог для вашего учреждения? На самом деле это совещание лидеры цифрового развития для республики, я считаю, принесет в перспективе глобальный проект. Почему? Потому что на это совещание приехали впервые в истории зампредседателя правительства Российской Федерации, министр связи Российской Федерации, замминистры, которые курируют как вопросы связи, так и замминистры по отраслям, это сельское хозяйство, образование. И в рамках лидеров цифрового развития мы обсуждали вопросы цифровизации как в Российской Федерации, так и локально по Республике Саха-Якутия. В рамках этого мероприятия между ГБУР ЦИТом и ВГУП «Космическая связь» было заключено соглашение о методологическом взаимодействии, в рамках которого мы планируем и рассчитываем, что в перспективе как-то повлияем на снижение цены для конечного потребителя, в первую очередь в арктических зонах. Спасибо большое, что подошли к нам сегодня. Хочется пожелать развития новых информационных технологий у нас в Якутии активными темпами, и чтобы, как и планировалось, к 2024 году мы смогли охватить Якутию широкополосным доступом в интернет. Всего самого доброго. А мы продолжаем. Как начинается ваш новый день? Чаще всего утром, когда встают, понятно, после определенных процедур, хочется позавтракать. Хочется в первую очередь пожелать вам всем энергичного и вкусного завтрака. И ученые установили, что начинать правильно завтракать надо, и отличной тренировкой этот завтрак будет перед любым днем. Диетологи советуют не пить на голодный желудок апельсиновый сок, потому что из-за высокого содержания кислотности могут обостриться проблемы с желудком. Не стоит кушать на завтрак такую тяжелую пищу, как мясо, яйца, горох, фасоль и сладости, потому что желудок еще спит. Наша съемочная группа отправилась на улицы города и пыталась выяснить, каким образом вы встречаете новый день. Что вы ждете от нового дня? Чего ждать? Хорошего, всего самого хорошего жду. Что было на работе, хорошо дома, в семье. Все. Всего хорошего. Я жду перемен в своей жизни, что все наладится, и то, что меня примут в колледж связи все-таки. Дождя, может, не будет. А так особо ничего. Обычный рабочий день. Нужно настраиваться на рабочий тонус, на рабочий ритм. Все, чтобы было хорошо, положительно. Всего хорошего, доброго. Эмоции, исполнение мечт и так далее. Вообще позитивное настроение, счастье, чтобы каждый прожитый день запоминался. Да, хороший погода. Велосипед, чтобы ездил хорошо, не падал. Удачи. Чтобы все получилось. Чтобы удачным было. Погода, чтобы
она исправилась. Солнечная была. Ну, всего всем доброго. Лучше гор могут быть только горы, на которых ты еще не бывал. С каждым годом все больше людей проводят свои летние и в том числе и зимние отпуска в горах. Большую популярность завоевывают как альпинизм, так и горный туризм. О тех, кто оставил свое сердце в горах, расскажет наш следующий сюжет. В горах привлекательно все. Могучая необычная красота природы, восходы и закаты, кристально чистый воздух и ощущение бодрости, здоровья и радости. Влюбленные в горы и свободу объединились в Федерацию альпинизма и скалолазания, которая у нас в Якутии работает с 2015 года. Альпинизм – это экстремальный вид спорта, необходимо обязательно восхождение на вершины и так далее. Скалолазание – этот вид спорта, он развивается в настоящее время внутри помещений. Он очень бурно развивается по всему миру. Это молодой вид спорта, ну, несмотря на то, что ему уже 70 лет, это молодой вид спорта. И на сегодня, вот по официальным данным, более 30 миллионов спортсменов со всего мира. Но горы таят в себе и немало опасностей. Людям неподготовленным нельзя сразу устремляться на покорение вершин. Новичков горного спорта надо тщательно готовить. Федерация организовывает учебные выезды на горы. Так, недавно группе экстремалов-любителей покорилась гора Афродита, что в Аймиконском районе. С момента образования мы выполнили 2 экспедиции. Это в район горы Афродита, вот, который прошел недавно. Это в 11 километрах от поселка Уснера. А также 3 года назад мы ездили на Бордакский высокогорный массив. Это недалеко от села Мома. Села Хану, извиняюсь, в 70 километрах в район Пика Победы. Школьные занятия в кружке экстремального туризма Елены Цой переросло в образ жизни. Признается, что с нетерпением ждет каждый выезд. Это не сколько вид спорта, скалолазание или альпинизм, это больше образ жизни, потому что что скалолазание, что альпинизм, они не ограничены у нас стенами зала или спортзала, они у нас как бы такой вид спорта, который развивает какие-то выезды, поездки, там, ночевки в палатке, там, путешествия, поэтому если человек тянется к этому, к природе вообще, да, тогда это, в принципе, я думаю, любому человеку понравится. Тот же ветер, тот же рельеф. Те первые ощущения, когда ты поднимаешься на свою первую высоту и оглядываешься, это просто нельзя передать словами. У меня в мечтах покорить, по мере своей возможности, опять же, все вершины России. В планах у ребят покорить еще немало высот. Самое главное – усиленные тренировки, а энергии и энтузиазма хватит на всех. На днях в Якутии состоялось открытие республиканского фестиваля «Лето Якутия». И поговорим мы сегодня с организаторами, соорганизаторами фестиваля Владиславом Валерьевичем Левочкин, первым заместителем министра культуры и духовного развития республики, и Евгенией Новгородовой, куратором республиканского фестиваля современной культуры «Лето Якутия». Наверное, первый вопрос, Владислав Валерьевич, вам. Откуда появилась идея фестиваля и кто его основные организаторы? Вообще, конечно, инициировали наши художники, наши местные. Это продолжение биеннального движения. Основными организаторами являются управление по архитектуре при главе республики и Центр компетенций. Мы являемся соорганизатором Министерства культуры, мы поддерживаем эту инициативу. И проводится фестиваль при поддержке президентского фонда грантов. Конечно, без существенной поддержки организовать его, конечно, не удалось бы. И планируют, что он пройдет в 15 населенных пунктах республики, появятся новые пространства, муралы, которые будут менять вообще жизнь населения этих населенных пунктов. Да, вот жители Якутска могли в эти выходные, как раз проезжая в сторону аэропорта, видеть на новом арт-объекте «Врата Якутска» открытие этого фестиваля. Какой, наверное, его был основной посыл, Евгения, и вообще для чего он проводится? Для организаторов фестиваля это было такой стартовой точкой, и мы очень счастливы, что в городе появилось новое общественное пространство, потому что задача фестиваля именно активизация таких мест, активизация общественных пространств, доступных для жителей городов и сел.
И мы постарались показать, что в таких новых пространствах может происходить очень много разнообразных активностей, связанных не только с искусством и архитектурой, это две области, с которыми мы работаем в первую очередь, но также это могут быть и музыкальные мероприятия, это могут быть открытые лекции, спортивные мероприятия, все, что касается молодежных спортивных движений, это и роллеры, и брейкеры, скейтеры, все, что интересует молодое поколение. И мы надеемся, что вот эстафету примут другие города, села республики. И, возможно, да, еще там нет настолько хорошо сформированных кластеров, да, но они придут, потому что Центр компетенций как раз сейчас и Управление архитектуры республики работает над тем, чтобы вот такие сверхсовременные дизайнерские пространства появились во всех уголках нашей республики. А вот кто мог принять участие и сможет, вот, когда география проекта будет расширяться на территории всей республики, участие? Может быть, студенты могут быть, да? Или просто творческие, вольные художники, скажем так, да, обратиться к вам и непосредственно что-то интересное придумать на фестивале? Да, мы открыты к любому сотрудничеству. Отбор художников, как участников фестиваля, происходил в 2 этапа. Это был кураторский экспертный отбор членами организационного комитета, а также были объявлены открытые конкурсы, участие в которых мог принять каждый желающий без ограничения. В фестивале принимают участие именно местные художники, то есть все муралы, все работы, инсталляции, которые у нас появятся, это работы наших якутских художников, которые живут в Якутии или же добились успехов в Москве, в других вот крупных городах, и они приезжают для того, чтобы оставить памятный подарок своей родине. А вот то, что открытие состоялось в рамках проекта «Врата Якутска», рядом строится Дом культуры имени Гагарина, вот как-то будет? Да, это будет Центр современного искусства. Конечно, мы очень надеемся, что как Центр современного искусства он сможет взять лидирующие позиции именно по формированию новых таких общественных пространств. И, конечно, сквер должен стать такой площадкой, своего рода экспериментальной площадкой. У нас не так много хороших таких территорий, где можно было проводить крупные общественные мероприятия. И, конечно, Центр хотелось бы, чтобы он взял кураторство над этим сквером «Врата Якутска». Надеемся, что эта площадка станет очень такой активной, и у нас неравномерно все-таки распределено соотношение именно активности культурной по округам. Именно это направление должно оживить округа, оживить активность в других наших точках города Якутска, которые очень сильно разрастается, и нужно, конечно, чтобы все жители имели доступ к таким большим общественным мероприятиям. А вот мы знаем о национальных проектах в сфере здравоохранения, в сфере образования. Вот в области национального проекта «Культура» как-то фестиваль вы сейчас увязываете? Конечно, не случайно фестиваль в этом году, наверное, появился, потому что нынешний год у нас особый. Это год театра в Российской Федерации, год консолидации в республике и год добрососедства в городе Якутске. Конечно, искусство, живописное искусство и вообще в целом искусство, оно объединяет. И посыл фестиваля в том, чтобы сделать, конечно, такую площадку, на которой мы могли бы не только проводить мероприятия, но также обсуждать такие важные изменения, которые происходят в нашем обществе. Национальный проект «Культура» ставит перед нами задачу действительно изменения и повышения уровня удовлетворенности граждан от культурной жизни. Именно через культуру, через искусство человек чувствует свою сопричастность к жизни страны, республики. Он ощущает свою жизнь полноценной. И мы надеемся, и нам на самом деле поставлены задачи не только нашему министерству, вообще в целом правительству республики и муниципалитетам нашей республики в том, чтобы сделать жизнь людей счастливее. То есть
ну, конечная цель, национальный проект. Ну, вот как конечно, раз такая. фестиваль тому подтверждение. Как вообще планируется фестиваль развиваться в дальнейшем? Вот 20 арт-объектов, которые планируют на территории республики разместить. Да, фестиваль стартовал, и параллельно с открытием непосредственно на площади уже работали художники фестиваля. Это Александра Алексеева, создавали роспись стены скейт-парка. То есть все посетители открытия могли увидеть непосредственно, как работают художники. И после старта в Якутске мы продолжим работу в разных населенных пунктах. Со следующей недели сразу же подключаются наши села. Это Чурапча и Бердигистях. Туда выезжают художники. В Чурапче будет работать Кыдана Игнатьева, которая, собственно, родилась и выросла там, и сейчас выезжает, возвращается на свою малую родину для того, чтобы создать мурал на фасаде жилого здания. В Бердигистяхе также будут работать два молодых талантливых художника из Якутска. Это Павел Потапов и Анатолий Другин. И они создадут мурал в соответствии с пожеланиями жителей Бердигистяха, на котором будут изображены знаменитые литературные деятели, братья Сафрон и Семен Данилов. Здесь нужно отметить, что когда мы выбираем тему любого мурала либо инсталляции, для нас принципиально важным является мнение местных жителей. То есть это не какое-то изображение, которое просто придумал художник безосновательно. Спасибо большое, Евгения. Спасибо большое, Владислав. Хочется пожелать, чтобы фестиваль дальше развивался, активно принимали участие в нем жители путем голосования, выбора того арт-объекта, который у них появится. На этом у нас все. Хочется пожелать вам отличного вторника, хорошего настроения. Оставайтесь с новым днем на телеканале НВК Саха. Улыбайтесь чаще, и люди вам будут отвечать взаимностью. Пока!